Где-то я тоже в интернете вас видел, по-моему, это. Мустафа, вы расскажите про это место, где мы находимся сейчас? Кокташе? Кокташ? Да. А вот дом, в котором вы живете, это что за дом? Ну, Ресулаха говорил, наш дом говорил, не знаю. Это тоже, как ее? Как его? Айшабай. Его сестра была, Айшабай ее звали. Она тоже говорила, да, Сыдыхи дом. Их, она говорили, что их это двор был. А так я не знаю точно. А как она его узнала? Вот раньше старики по деревьям узнавали свои Ну, они дворы. вот по сливам, наверное. Здесь же сад еще был, вон там байский дом был. Там же татарский ставок еще есть, сзади там. Вы с Азии, да? С Узбекистана приехали? Да. Вы сразу сюда приехали? Нет, я в Чайкино жил. Полгода Чайкино. А расскажите вот этот момент. Вот как вы решили, что вы вот сюда приедете, здесь купите дом? Ну, у меня здесь дядки были это. Дядка Раметли Аллах Рахмет, он в этих годах приехал. Ну, вот в 70-х годах. Не прописаны жили, их огород пахали, свет обрезали. Потом вот эти ячмень сажали в огород. Вот такие, овес. Ну вот дядка что жил, вот так я приехал. Потом вот это, здесь никто не жил, вот это, там один казах, он там продавал ее, за 5000 я его купил. У меня Дом, столько да? денег было. Ну, разваленный вот этот дом был вот так. Тот продал мне за 5000, тогда цены начали расти, он за 300 рублей в колхозе он взял тогда. За 300 рублей он купил в колхозе. И продал мне за 7 деньгами. И вот так, когда вот эти, чтобы заливать, вот так, ну, ремонтировать, копал вот так вокруг, и все выкапывалось вот это все. А что вы капали? Выкапывал, вот здесь равнял, вот здесь все, вот здесь же бурьян был, здесь же никто не жил. Бурьян убирал, вот это и камни вот это все выходили. Получается, вы ходили башташи, да? Башташи выходили. Вот здесь вокруг. Башташи, Вокруг вот этого дома. башташи только мусульманские были? Да, только мусульманские. Но я их потом на мезарлык отвез. Туда на старый отвез, там начали это, потом люди сказали, ну, лучше забрать, и сюда на новый повез я. Там они лежат. Там, наверное, тоже начали забирать. Бабушка Гульсум Шерфера, наша дальняя родственница, одна приезжала. Первые года, они еще здесь лежали во дворе. Она прочитала, да, Абу Баланкы, говорит, имя даже не помню, да, что она сказала. Что, да, Абу Баланкы, вот это что-то, она все по-арабски читала, она прочитала. Когда еще во дворе были они. Как раз я вытащил. Каких годов там? Ну... Это было 89, 90, под 90, вот такие года было. А, как годов эти? Башташ. Ну, я не помню же, она примерно сказала. не говорила какие? Говорила? Не помню я. Вот Браданеса Баланка 20 какого-то, по-моему, она сказала, что ли. А вот эти вот башташи вам никто не помогал отвозить? Вы сами это делали? Это на бричке отвез туда. Нагрузил на бричку. Там половина, по-моему, азайду. Сон қалған адамдар айтты, или расстаться, или, короче, я увез обратно их туда. А там много я их целую было? бричку почти отвез туда. Не помню, как, с кем, но на бричке, я помню, отвез. А вы, тут есть местные, кто вот тогда здесь остался, а вы не спрашивали, почему так, как так получилось, что они дорожки, ну, как бы из них дорожки сделали? Вы не узнавали про это? Вот дорожка-то тут, ернтымде комылген, ну, здесь же никто не жил, он же разваленный был этот Нет, дом. ну они же башташи, они же с Хабарстана как-то здесь оказались? Они, скорее всего, печка что-то, они немножко горелые были. Как можно Ну, как вот так вот. сделать дорожки, что мы по ними ходим даже? Ну, он, коммунист Назым Хикмет, когда приехал, я на Артеке по лестницам прошел, увидел это, потом уже не стал в Советский Союз приезжать, он коммунист хотя был. Ну, турецкий Ну, вот коммунист, ну, человек же он этот. остался. Да, он турецкий этот был, он увидел вот эти надписи на ступеньках в Артеке или где он ходил. Да, да. И он от Советского Союза потом Отказался. да, уехал отсюда. А вот этот дом вы сохранили, вот, который рядом?
Да, вот стоит же. Ну, я туда картошку, вот такие вещи ставлю. Как подсобные это сохраню. А вот сейчас по Крыму вот эти дома, остатки, получается, домов, ну, люди перестраивают их, ломают, строят дома. Сегодня вообще, ну, как бы это важно для нас или не важно уже? Или уже можно новые дома строить? Я, знаете, что я могу свое мнение сказать? Ломать не надо ее, реставрировать надо, скорее всего. Ну, идентично можно так сделать. А вот сегодня... Не ломать, а идентично продолжить можно. Второй этаж можешь делать, но так же сделать, как тех же этих. А вот смотрите, вот когда ну, наши старики жили в Узбекистане, в ссылке, Да, у да. всех была идея вернуться в Крым. Да, да. Вот сейчас мы вернулись в Крым. Ну, не все, но большая часть Да, вернулась. да, больше. Сейчас у нас какая идея? Идея? Да. Идея, чтобы наше телевидение вот это ничего не запрещали, чтобы свободнее народу было. Народ, чтобы вот ребят сажают. Зачем? Он верит, кому-то вреда же ничего не делал он вроде бы. Ну, законы вот такие строгие здесь, ну, российские имею в виду. Ну, вот такие вещи, чтобы не было. Оно же наоборот это делает. Вражду создает, скорее всего. Чтобы идея, все дружно как жили, вот, чтобы дружно жили, нормально, чтобы было. Государственность была, наша автономия, чтобы было. Без автономии нам тяжело будет. Вот так вот туда, сюда, вот так это. А когда своя какая-то автономия будет, это ну, свободнее будет. При Украине, хоть они не помогали, как-то не мешали сильно вроде бы. А сейчас немножко, нам автономия для чего нужна? ну, сохраниться. Сохранить себя как нации? Да. Из-за этого Крыма сейчас Украина с этим воюет. Мое мнение было бы вообще, Крым был лучше нейтральным был бы вообще. Если они друг другу не доверяют, пускай на мосту это и поставят, чтобы крымским было и туда, и сюда свободно. Мое мнение такое. Они, если друг другу не нравятся, просто друг другу поставят эти. У нас маленький народ, от нас же что, много не влияет, а ребят наших сажать ни за что. Зачем? Он верит. У меня сын тоже 5 раз намаз делал. Я советского образца человек, меня уже исправить трудно. Я светский, я Аллах знаю, мусульманство все знаю. У меня дедушка был молла, это все я знаю с детства. Ну, все равно я в другом этом среде уже мне много лет. А вот вы на земле работаете? Вы вообще Да, вот так на земле своим трудом живу. Никого ничего не просил, никого не завишу никогда. Сам себе кормлю, сам себе тащу. Да. Его продолжение разваленный был, я его вот так почистил, убрал вот это все от него. Вот эти камни, видите, вот. Ну, упавший был, вот, ну, çökken edi. Ben onu son bir özümüzün baladan aldım. O sattı. Eskiden bu eski. Ну, вот это потом, видимо, делали, может быть. Bunu bekim son yaptılar. Ну, вот этот дом, он тот, Ебртарафы старый. Это одна жила здесь, Галя ее звали, она немножко это была, на голову чуть-чуть. Она с коровой жила там дома. Вот так tekrar neydi başı. Хозяйнları bunda yaşıyor, o evin хозяйнları. Ну, никому не надо, вот так вот. Получается, жизнь. Это сейчас не надо, когда надо будет, поздно будет. Да, жалко просто. Скоро и эта кладка упадет. Ну, они продают этот участок, никто не берет его. Уже сколько лет продают, его никто не берет. Уже он размывает потихоньку. Он здесь целый был, уже все размывает. А это просто вот эта стена, да, осталась? Осталась вот эта стена. Такой домик жил, нормально. Вот здесь все убрано было. Когда жил кто-то,
нормально, а кто не живет, разрушился на глазах. Какие доски, это вот, ну, это профессионалы, какие доски вот эти внутри. А Я это думаю, доски, осина это знаете, я- для а? чего доски? Это Ну, сейсмопоезд. я знаю А, это, вы всё да. Кушак называют, да, его говорят? Кушак. Так, а сейчас кто владеет этим домом? Ну, Мерим Абла, вот на улице там живет. Мерим Абла, этот, как ее зовут? Мужа-то, блин, Седали. Седали дом это. Они тоже, его предки кокташские. У меня Абай была, она, Аллах рахме, умерла. Его мама. Это их дом. А что же они так его не пытаются ничего с ним сделать? Ну вот, все так спрашивают. Откуда мы знаем? Я, например, так бы не сделал бы, наверное. Все равно. Ну, они, не знаешь, не нуждаются, не знаю. Причем здесь нуждать, не нуждать. Но вон тут сам говорит, вон там груша какая-то, дедушка его посадил, говорит он сам. А сам приходит вот этот там. Ну вот я сено кашу здесь, вот это только. А так они, вон там он орех приходит, собирает и все. Ну, продается этот участок. Продают они. Это вот эта земля продается, да? Ну вот, да, вот это, вот земля вот там. Там дорога есть еще, с той стороны. Я bir tarafında bir çıkamadı, yıkıldı hepsi o. Kuru merhaba duvar kaldı. Ой, блин, я сюда не заходил, мне стыдно даже сюда заходить было, блин. Yüreğim barmaz edi, bunda kırmaya Первый раз вот зашел я. Это вот так крыша осыпалась и все завалило, да? Да, вот смотрите, дулапы, вот видите. Дулап это домашний дулап? Ну вот, да. Ниши, да, вот нишалар. Nişalar. Ortadaki nesi de ketti duvara. Вот черепицы все поразбивались. Ну, там тоже немножко кладка есть, с той стороны он зарос весь. Вот эта стенка еще стоит. Задняя чуть-чуть. Жалко, да, конечно. Bir çıkamam. Пока adam yaşar edi, işte birovga хозяинlik kerakmi? Это получается, что они этот дом купили целый, когда он еще... Ну да, у хозяина, ну вот эту казака купили они. И вот так на глазах, потихоньку, На глазах, потихоньку он потихоньку развалился. Да, никто не жил, не жил, и так и развалился. Да. А как вы думаете, почему так получилось? Ну, как сказать, неделерово. Не demek mümkün olur. Мне мозг не лезет. Например, у меня был, моя дедушкин дом в Хутлаке стоит, но они не продавали, это казахи не продавали. Прям Гогержинка, если знаете Гогержинка, прям под ним Василий Иванович там жил. 1,5 этажа, ну, на Косогоре, крыша с дороги, оттуда с стороны дороги, крыша вот так с дороги, а с той стороны он 1,5, там подвал есть, и длинный халдерма, и три комнаты было. Я один раз там ночевал, один раз был. Ну, ездить плохо, неудобно, не выдерживаешь эти вещи. Это тоже жалко дом, да. Так вот получилось. Ну, по-моему, мы сейчас в таком положении, что у нас чужих домов просто нету. Их же вообще мало осталось. Вот так сколько исчезнувших, вот койлер yok. А вы вот сегодня работаете на земле. Раньше, до депортации, то же самое здесь делали наши крымские татары? Скорее, да. Ну, земли маленькие были, ну, обрабатывали, жили. Даже вот где земли мало было, ассирийских землей мало было, они приходили, здесь земли брали, договаривались, Как в видимо, аренду, сажали. Да? А? Как в аренду? Как в аренду, родственники, они же родственники все равно были, худалар, бішілер бола еді. А біздің бір құдамыз, мен дедемнің ішті құдасы,
Браламный Неса. Этот, он был с Джумелина вообще родом. Джумаэли. Джумаэли, ну Джумаэли. Да, Джумели всегда. Да. Джумелин говорят, Джумаэли, да. А его жена была Светова Айланма. А он, когда колхоз строился, Раметли Насурлакай, это наш худа получается, дедушкиного это худа. Он не подчинился этому, ну, колхозу этому. Не вступил в колхоз, сюда убежал. Вот здесь же как бы отдаленное село было, в горах это, сюда много кто не заходил. И он сюда убежал, здесь жил он. Колхоз не вступил. Вот здесь жил где-то, здесь обрабатывал, отсюда и выслали, по-моему, его. Ну, видимо, Айланма, они же родственники все равно здесь, туда-сюда. Айланма вот здесь рядом. Крымские татары в основном вот так перемешанные, вот так. Мои, это, который Касара, дедушка, он вообще где-то оттуда, с Севастополя, перешел туда в Хутлак в каких-то годах. Ихний пред, ну вот так. Местные уже по месту переселились. Землетрясение, что-то было, говорили. Ну, как по разговорам слышал, вот такие вещи. И они переехали туда. Касара, который. А вот это, я сам предполагаю, значит, мои вот эти карабахские, это, может быть, они были турки-сельджуки, может, были. А эти касара были, скорее всего, итальянцы или кто, потому что бабушка у меня была светловолосая, голубоглазая была это. Ну, хотя и дедушка у меня голубоглазый, светлый был. Но я, видите, другой вообще. Ну, я вот в основном скважиной тоже пользуемся. Вот вода. Соның ішімеге бола ма? Кружка алып келейін еш. Е? Еш теміз суы. Анау пек құрғақлар еді. Вынужден был я скважину выкопать за 52 тысячи отдал, скопал скважину. А вынужден был, мал бар, не бар, воды не хватает. А что ашаға неге бара едік? Құйға, это, родник там, самый нижний вот этот. Он да бар. Машалла, вода вообще супер. Да, да. Отырмағада ке. Яқшы, вот, машалла, вот, добрый опас. Идея наша вот такая вот. Хорошо Идея было. наша в этом. Да. Как это говорили, и дело наше правое, да? Да. Но мы у себя на земле же, правильно? Да. Мені Раметли Алам и Раметли Энште бабам, вот интересно, они жили. Он на своем этом диалекте разговаривал, а она нас... Всю жизнь вот так жили они. Да, и... Ну, он такой, ну, райском языке вот так... Иногда не понимал, я вот так расскажешь, вот так. А он мне, знаешь, П не было, что у них буквы П нету, да? Ф нет. Ф нету, да, Мустапа говорил. Мустапа. Да, вот так говорил на меня всегда. Да. Ф нету. Пера, да, пера. Да, Ф нету у него, да, не было. Но мы уже как больше шутим, Мустапа. Ну да, уже, ну он... Но в этом же и красота этого нашего языка. Да. Вот. Ну я вот, где я жил, в основном же эти степной халқы еді біз яшаған жерде. Ну были это, севастопольские были у нас жили. Байдарские, наверное. Байдарские, да. Ну оттуда, да. Севастопольские. Hepsi olup кетті, біреу қалмады. Ну не болса да, даже вот эти, я еще маленький, в школе, в 4-х, 3-х классах учился, Сульманакай был, вот они с Севастополя, они уже те старики, старше моего дедушки были они. 1899 мой дед был, а тот еще старше был, я их помню. Ну, маленький был, правда. А какие они были вообще? Ну вот Ну, поведение, старики. вот это вот какое было у них? Ну, мы же дети были тогда. Интересно, вот я вот так вспомнил, как он шел, вот это я помню, вот так Сульманакай печки делал, помню он. Тогда еще, это начало 70-х годов. Потом его, Фатма была, его жена была. Потом это была, как же эту бабушку звать, со Степного уже.
этого, ну, степные татары. Бабушка байрамларда она курила длинную трубку такую, чубук говорили. Чубук. Или опейдік, işte bayramlarda барайдық. Абламит Ахайна, rahmetli Абламит Ахайна, анасы еді. Она тоже, она старше моего дедушки, по-моему, была. Она тоже вообще старые они были. Это мы в 3 классе был. Я 63-го года. Вот это в 3 классе, я как, сколько? 70 какой-то год. Они уже очень старые были тогда. Вот эти стариков я немножко застал, но мало чего помню, да, маленькие были же. Мне даже, знаешь, там в школе какие мысли были, когда я там жил. Они же рассказывали вот такие вещи против Советского Союза, вот такие. А в школе же мы лень, вот это. Думал, вот за это выслали, вот так вот. Клянусь, вот такие Как мысли обработка была, да? Вот такие мысли проходили дома. Вот за это нас выслали, вот, блин, вот так думали мы. Обработка, да, была. Интересно вообще. Да. Ой, Дуня Улекин. Вот Мустафа ага набирает воду. Кокташ су. Кокташ су. Очень вкусная вода, машалла. Sağ olun Mustafa. Afiyet olsun.